Продолжим тему развития Ингушетии уже здесь, в студии новостей. Сегодня мой гость, министр экономического развития региона Эсет Тумгоева. Эсет Юсуповна, здравствуйте. Приветствую вас в нашей студии. В Ингушетию зашли бизнесмены с инвестиционными портфелями по переработке сжиженного газа и бытовой химии. Расскажите, как велась работа по привлечению инвесторов в наш регион? Очень важнейшим показателем общей экономической ситуации и перспектив развития региона является инвестиционный климат. Мы направляем все усилия для улучшения инвестиционной деятельности, потому что это очень большую роль играет. Это значит привлечение инвестиций, создание рабочих мест и улучшение жизни человека. И в любом случае люди, инвесторы, они же приезжают там, где им хорошо. Наша республика, она находится в центре региона, она для логистической, она привлекательна. Она в центре Кавказа. В центре Кавказа она граничит с 3 субъектами и сопредельным одним государством. В принципе, можно привлекать. И еще мы делаем очень много условий, создаем для того, чтобы инвесторы к нам заходили. Мы постоянно улучшаем их условия, мы совершенствуем законодательство, их в пользу льготы у них есть, например, 5 законодательств по улучшению инвестиционной привлекательности. Там 5 льгот есть. Если он имеет статус инвестора, он, значит, освобождается от налога на имущество. Потом у него есть льготы до 95%, он по аренде от налога на имущество и на землю освобождается. Также по налогу на прибыль у него есть сниженная ставка с 17 до 13,5%. Также мы для того, чтобы привлекательность улучшить, мы снизили налог, кто применяет упрощенную систему налогообложения, с 6 до 2%. И многие тоже, которые и давление на бизнес уменьшается, он спокойно свои 2% заплатит, и человек пытается выйти из тени. А как восприняли сами предприниматели и инвесторы такую новость? Они, знаете, очень хорошо приняли. Мы выезжали, даже рассказывали, объясняли, когда это законодательство приняли. И у нас поток даже с других республик, у нас на учете до около 1000 этих предпринимателей и организаций вместе взятых, они уже стали на учет. И на сегодняшний день они, при том, что мы снизили этот налог с 6 до 2, у нас на сегодняшний день, год только начался, почти уже 60% поступлений есть. Потому что все равно, когда человек работает и чувствует себя комфортно, не ощущает давления, и он может спокойно пойти спать, как говорят, заплати налоги и спи спокойно. Это вроде так говорят, а все равно оно действительно так и есть. Если человек работает, ему комфортно, он получает свой доход, и он спокойно занимается своим делом. Такие льготы мы. Потом у нас еще в рамках единого окна, для упрощения этих инвесторов, мы в рамках единого окна принимаем все документы, закрепляем каждого, там есть специалистов, закрепляем за этим инвестором, он его сопровождает, он его консультирует, он ему помогает. Если есть какие-то проблемы с ресурсоснабжающими организациями, мы собираем совещания, мы пытаемся всегда решить эту проблему. То есть они на протяжении всего процесса в курсе всего? Да, да. И даже когда перед тем, как они представили документы, мы сделали анализ потребностей, посмотрели наши ниши. Если он эффективный считается для республики, приоритетное направление, если есть, мы его выносим на инвестиционный совет, его возглавляет глава. И знаете, там прямо на месте многие проблемы решаются. Если он одобрен, мы заключаем с ним инвестиционное соглашение и уже его сопровождаем. И исполнение, это есть какие-то проблемы, решаем. И в принципе давления на этот бизнес нету. Они приходят, они получают инвестиции, вкладывают, рабочие места создают, налоги они платят. Это, конечно, плюс республики, все, что делается. И мы, в принципе, совместно приносим пользу для республики. А те 2 проекта, которые вы говорили, зашли,
там по жиженному газу, там по их бизнес-плану. Во-первых, у нас зависимость республики, она практически уменьшится, там производство хорошее от внешних источников. Поступление налогов у нас будет там, если по старт плюсу, вот по жиженному газу, там у них бизнес-план 57 миллионов налогов должно поступить. Вот они. А вот по производству бытовой химии тоже, и эти оба тоже заводы, это не маленькие какие-то мелкие предприятия. Вот если, например, человек боится или думает, что риск есть, вот начать строить завод, это большие же вложения. И они уже нет, они спокойно уже строят. У него тоже вот поступление налога планируется 19,5 миллионов налога. Это, конечно, плюс нашей республики. Наглядный пример импортозамещения. Да, импортозамещение. И потом у нас, мы постепенно, у нас есть там ниши, которые вот мы потихоньку заполняем, чтобы вот уйти от этой зависимости. Показатели у нас хорошие, продвижение идет. Инвесторы, сегодня у нас 55 предложений инвестиционных. Мы их постепенно анализируем, уже около 20 мы уже сопровождаем. У нас идет поступление, анализируем, вы сами видели, реклама идет, заводы у нас строятся, налоги идут, производство тоже работает. Вроде по качеству тоже нету проблем. Эсет Исуповна, вот все те факторы, все те показатели, которые вы сейчас перечислили, к какому результату, к примеру, к концу года в плане экономического развития в общем это все может привести? Чего вы ожидаете? Ну, в любом случае у нас показатели хорошие, индекс промышленного производства у нас ежегодно, производство сельского хозяйства у нас вот улучшается, строительство у нас почти в 1,9 раз тоже увеличилось. У нас показатели растут, и заработная плата растет, и безработица у нас снижается. Мы каждый показатель отслеживаем, анализируем, устанавливаем причины, если какие-то у нас есть проблемы, стараемся разрешить эту проблему и продолжить, и так настроены на улучшение и процветание нашей республики. За этим Махмуд Али Макшарипович смотрит, он нас спрашивает очень серьезно, и мы отчитываемся, но мы стараемся. В его команде у него тоже подход такой правильный, и мы стараемся все это выполнять. Эсет Исуповна, какие условия в первую очередь мы предлагаем потенциальным инвесторам в сравнении с другими регионами? Что является для нас приоритетом? Мы еще знаете, что сделали? Вот для того, чтобы вот эту процедуру вот, затягивания не было. Вот человек обратился, например, ему земельный участок нужен для того, чтобы открыть дело. Мы в законодательство о земле внесли изменения о признании, вот у нас были критерии о признании масштабным проекта. Если он признается масштабным, он без торгов вот это земельный участок получает. А если он идет на общих основаниях, это очень длительное время занимает. Это мы уменьшили, значит, до 50 миллионов вложений инвестиций и до 41 рабочих мест. И вот у нас не все же вот такие крупные могут. И теперь вот развивается этот бизнес, и не маленький он, потому что вложения хорошие. И поэтому уже и безработица у нас снижается, и поступление доходов у нас увеличивается, и легализация у нас идет теневой занятости постепенно, но стараемся. Эсет Исуповна, на этом все. Благодарю вас за визит в нашу студию. Спасибо вам тоже.